Как отмечают политологи в США, с образованием террористической организации под названием «Кавказский Эмират» чеченское националистическое сопротивление окончательно трансформировалось в исламистское повстанческое движение по всему северокавказскому региону. За 9 лет с помощью жестких и не всегда законных методов режим Рамзана Кадырова сумел покончить с вооруженной оппозицией. В то же время наблюдатели, как в России, так и на Западе, отмечают, что чеченским властям теперь приходится иметь дело с более опасным и организованным противником – самопровозглашенным исламским государством. По мнению российских правозащитников, проблема в том, что исламистские элементы в Чечне пропитывают криминальные круги, а те, в свою очередь, влияют на властные структуры. В России сначала сформировалась элита из чекистов и бандитов, а потом эта элита получила такую мощную прививку Северного Кавказа, такого дополнительного колорита. Получил вот этот слой, он до конца никем не управляем. Я же говорю, где кончается агентура спецслужб и где начинаются вербовщики подполья и ИГИЛ, никто точно сказать не может. Журналистские расследования, проведенные в Чечне, показали, что идея джихада пустила здесь глубокие корни. Зачастую экстремистами становятся кавказцы, которые сперва в поисках работы едут в российские города или на крупные предприятия, где подвергаются дискриминации со стороны этнических русских. Это только озлобляет молодежь и порождает новых бойцов джихада. Анализ, проведенный правозащитниками, позволяет сделать вывод о том, что очень часто новобранцы ИГИЛ с Кавказа едут на Ближний Восток не из родных краев. Сперва они пытаются устроиться на заработки в индустриальных районах России. Однако, оказавшись в роли социальных изгоев, в конце концов попадают под влияние джихадистов. По данным чеченских властей, на войну с неверными в Ирак или Сирию уехали уже от 3 до 4 тысяч жителей республики, хотя только около 500 непосредственно из Чечни. То, что здоровые молодые жители России видят свое предназначение только в войне и превращаются в пушечное мясо для исламистов, крайне тревожит российских правозащитников, но не московские власти. В его инстаграме написано, что он пехотинец Владимира Путина, что он защищает интересы России, что он патриот России. Поэтому для людей, не склонных критично воспринимать информацию, анализировать, Рамзан Кадыров является патриотом своей страны. Это я вижу по российскому сегменту людей, которые особо не разбираются в политике, не знают о преступлениях Рамзана Кадырова. Они пишут, что он молодец и он действительно говорит правду. Кремль в этих условиях выбирает мнимую стабильность, которая существует сейчас в Чечне, и продолжает смотреть на перегибы режима Кадырова сквозь пальцы. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.